أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا На этой серии мы поговорим о том, как будут разлетаться свитки и как каждый человек будет брать свой свиток. Но до этого давайте поговорим о записи хороших и плохих дел. Как будут записываться людские дела. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, приводящемся у Аль-Бухари и Муслима: «Воистину Аллах записал все хорошие и плохие деяния. Существует их первичное написание в хранимой скрижали, в которой Аллах, свят он и велик, записал все деяния, даже до того, как мы были созданы. Затем происходит их повторное написание. Их записывают ангелы. После того, как человек совершает какое-то дело, они записывают это дело по мудрости Всевышнего Аллаха, по его справедливости и милости». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Поистине Аллах записал все хорошие и плохие деяния». Затем он объяснил, что если кто-либо намеревался совершить хорошее деяние, но не совершил его, Всевышний Аллах у себя записывает это как хорошее деяние. Это по милости Всевышнего Аллаха, по щедрости Аллаха, свят он и велик. Ты задумал совершить что-то хорошее, но не сделал это, и Аллах, пречист он и возвышен, записывает тебе полную награду за это дело, просто из-за того, что ты собирался его сделать. Представь, например, что ты сказал: «Совершу-ка я ночью дополнительные 2 раката намаза». Но ты их так и не совершил. Но просто из-за того, что ты намеревался и желал помолиться эти 2 раката, Всевышний Аллах запишет тебе полноценное совершение благого дела. Даже если ты не сделаешь эти 2 раката. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «И если он намеревался совершить хорошее деяние и совершил его, за это Аллах записывает это как 10 хороших деяний». Посмотри, 10 хасанатов, не один, и вплоть до 700 или даже еще больше. И 10 хасанатов — это самый минимум. Может быть, награда увеличится в 700 раз или даже еще больше. Это уже зависит от искренности исследования. Чем сильнее твоя искренность, когда ты делаешь что-то искренне ради Аллаха, тем больше возрастает эта награда. И чем лучше ты следуешь пророку Мухаммаду, тем больше увеличатся твои хасанаты. Затем пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Если же кто-то намеревался совершить плохое деяние, но не совершил его, Аллах у себя записывает это как хорошее деяние». То есть, если ты задумаешь сделать что-то плохое, ослушаться Всевышнего Аллаха, но не сделаешь его ради Аллаха, из боязни Аллаха, свят он и велик, тогда за оставление этого дела, которое ты намеревался совершить, Аллах, свят он и велик, запишет тебе благодеяние. Такова щедрость Аллаха и его милость. Хорошо, возникает такой вопрос. Если кто-то задумал сделать грех, но не сделал его не из боязни Аллаха, а просто потому, что у него не получилось. В этом случае ему записывается грех и проступок. Доказательством тому являются слова пророка Мухаммада: «И убийца, и убитый попадут в огонь». Сподвижники спросили: «С убийцей все ясно, что он в огне, но почему в огне окажется и убитый?» Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Потому что он стремился убить своего противника. Поэтому если у тебя было намерение совершить какой-то грех, то даже если ты его не сделаешь, но не из боязни Аллаха, а потому что не было возможности, тебе будет записано плохое деяние». Затем пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Если же кто-либо намеревался совершить плохое деяние и совершил его, Аллах у себя записывает это как одно плохое деяние». Таким образом записываются благие дела и скверные, по 10 хасанатов, 700 и больше, и всего одно плохое дело. Так давайте совершать побольше благих дел, чтобы именно они преобладали на весах наших деяний и в свитках, которые мы получим в судный день. И пусть наших плохих дел будет меньше.
знаешь, что Аллах, свят Он и велик, ничего не оставит без внимания. Всевышний Аллах говорит: «Воистину твой Господь в засаде. Любая несправедливость, любой грех, который ты совершаешь, твой Господь знает о нем». И помни, что, как мы говорили, ангелы записывают абсолютно все. Двое ангелов сидят справа и слева и принимают, то есть записывают деяния. Стоит ему произнести слово, все, что бы ты ни говорил, любое слово, любую букву, как при нем оказывается готовый наблюдатель, то есть сильный. Если бы этот наблюдатель был слабым, он мог бы забыть что-то записать, но этот наблюдатель сильный и готовый. Он пишет и записывает все. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم. Как мы уже говорили, и хорошие дела, и плохие, все они записаны. Все твои деяния записаны, но они не просто были записаны в свитках, и дело с концом. Они будут представлены тебе. Ты сам увидишь эти деяния. Свитки будут развернуты. Всевышний Аллах говорит: когда свитки с деяниями рабов будут развернуты, ты увидишь все, ты узнаешь обо всем. Возможно, были какие-то деяния, которые ты совершил, а потом о них забыл. Но в тот великий день ты их увидишь. Аллах, свят Он и велик, говорит: каждому человеку мы повесили на шею его деяния, то есть сделали их неразлучными с ним, а в день воскресения мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой. Затем ему будет сказано: читай свою книгу, читай, это же твоя книга, это твоя жизнь, это твои деяния, там записаны твои действия, будь они хорошими или плохими, будь это поклонение Аллаху или грехи, это твоя жизнь, которую ты прожил в той дуньи. Читай свою книгу. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. Никто не сможет тебе что-то посоветовать, сказать, что вот это грех, это харам, а это хорошо, это правильно. Ты сам будешь считать свои деяния против себя в тот момент. Ты увидишь свои дела, которые совершал. Сегодня достаточно того, что ты сам сосчитаешь свои деяния против самого себя. Будет положена книга, и ты увидишь, как грешники, те, которые совершали преступления против самих себя. Их не волновало, что это харам, а то грех. Они думали, что все нормально, это просто развлечение. Другие тоже так живут. Зачем мы будем себя чего-то лишать? Он думал, что лишит себя счастья, если оставит прегрешение. Или наоборот, что в религии есть много послаблений. Но что же произошло? Он выбрал грехи и решил следовать своим страстям. И ты увидишь, как грешники. Что с ними тогда произойдет? Они будут трепещать от того, что в ней. Они скажут: горе нам. Что это за книга? В ней не упущен ни малый, ни великий грех. Все подсчитано. Даже малый грех был записан еще до великого. Малый грех, к которому человек относился снисходительно. Он же такой маленький и незначительный. Зачем нам переживать из-за него? Но в ней не упущен ни малый, ни великий грех. Все подсчитано. Они обнаружат перед собой все, что совершили. Абсолютно все. Абсолютно все, что вы творили, вы увидите перед собой. Они обнаружат перед собой все, что совершили, и твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Аллах, свят Он и велик, ни с кем не обойдется несправедливо. Все, что ты увидишь, даже что-то плохое, оно не будет несправедливостью по отношению к тебе. Это именно то, что ты делал в этой дунье. سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام. Свитки разлетятся, и каждый возьмет свою книгу деяний. Как ты возьмешь свою книгу? Я прошу Аллаха, свят Он и велик, сделать нас из той группы людей, о которой мы поговорим сейчас. Из тех, кто возьмет свою книгу правой рукой. Аллах, свят Он и велик, говорит: в тот день мы созовем всех людей вместе с их предводителями. Тогда те, кому книга будет вручена в правую руку, я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас из их числа. Они прочтут ее, и к ним не будет проявлено несправедливости, даже величиной с финиковую плеву. Это будут счастливые люди. Это те, кто победят в тот великий день. Они взяли свои книги правой рукой и читают их. Что же они увидят в своей книге? В ней они увидят праведные деяния, увидят свое поклонение Аллаху. Вот в один из дней он убрал какое-то препятствие с дороги. В один из дней он уединился с Всевышним Аллахом, из глаз у него потекли слезы. В один из дней он рано пошел в мечеть и сел там в ожидании проповеди. Возможно, он пришел туда за несколько часов до прибытия хатыба. Много праведных дел, и он увидит их в этой книге, которую возьмет правой рукой. Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет: вот, прочтите мою книгу.
В дунье, возможно, он был искренен, и о многих своих благих делах он никому не рассказывал. Но в тот момент, после того, как он уже победил и одержал успех, после того, как он взял книгу в правую руку, он пойдет и скажет: «Вот, прочтите мою книгу, посмотрите, какие деяния я совершал». Он радуется и гордится этими деяниями, которые совершались ради довольства Аллаха, велик он и славен. Прочтите мою книгу. Я верил в то, что мне предъявят счет, и Аллах, свят он и велик, спас его. И для него это уже пошло воздаяние. Для него будет отрадная жизнь. Отрадная жизнь. Он будет ею доволен. Он будет радоваться такой жизнью после того, как уставал в дуньи. После того, как он покорялся Всевышнему Аллаху и совершал благое. Теперь он будет жить так, что будет доволен. В вышнем саду, где плоды склоняются низко, ешьте и пейте. Во здравие за что? За то, что вы совершили в минувшие дни. То есть вы работали и трудились, совершили какие-то дела в те дни. А сейчас ешьте и пейте, живите счастливо, потому что вы что-то предпринимали для такой жизни. Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет. Да сделает нас Аллах из числа таких людей и вернется к своей семье радостным. Это самое главное. И вернется к своей семье радостным. Ты берешь книгу в правую руку и от радости возвращаешься к своей семье, к любимым тебе людям, радостным, смеющимся и ликующим. فروح سوف ترحل في سلام وروح في الجحيم لها مقام ليوم. Как мы сказали, будут люди, которым книги их деяний будут переданы в правую руку, но также будут люди, которые в этот момент понесут великий убыток. Они возьмут свою книгу левой рукой. Аллах, свят он и велик, говорит: «Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет: лучше бы мне не вручали моей книги». Несмотря на его достижения в этой дунье, чего бы он ни достиг в этой дунье, он будет сожалеть обо всем и говорить: «О, лучше бы мне не вручали моей книги, не знать бы мне, каков мой счет, лучше бы она была концом всего. Не помогло мне мое богатство. Лишился я своей власти». Вся власть, все достоинство и влияние, вся сила, все его могущество и богатство никак ему не помогло. Он сожалеет о том, что ничего не совершил для этого дня. Он сожалеет о том, что не оказался из тех, кто взял свою книгу в правую руку. Он не шел по их пути. Он не поклонялся Аллаху, свят он и велик, надлежащим образом. И Всевышний Аллах говорит: «А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, он взял ее левой рукой и еще из-за спины, то станет призывать погибель». Он будет призывать гибель и кончину. Все, он и так уже все потерял. Второго шанса не будет. Не будет какого-то другого дня, когда он сможет молиться и поклоняться Аллаху. Все, эта тема уже закрыта и войдет в пламень. Он войдет в ад, в огонь, жаркий и обжигающий. Я прошу Всевышнего Аллаха не делать нас из числа этих людей. Затем Всевышний Аллах говорит: он радовался, находясь в кругу своей семьи. Среди своей семьи он чувствовал себя спокойно, он был счастлив. Он радовался этой дуньи, думал, у него все было. У него были деньги и вес в обществе. Но какая польза от всего этого, когда наступит этот день, и он примет книгу своих деяний из-за спины, левой рукой? Чем ему это поможет? Он радовался, находясь в кругу своей семьи, и полагал, что не вернется обратно. Но нет, Господь его видел его. Всевышний Аллах лучше знает обо всех твоих деяниях, так что будь осторожен, не греши перед Аллахом, свят он и велик, чтобы не оказаться из этой категории людей. Есть одна простая вещь, запомни ее. Одно дело, которое, возможно, поможет тебе в день воскресения. Когда ты будешь брать книгу своих деяний, пусть это дело окажется записанным в твоей книге. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, говорит в хадисе, приводящемся у Аль-Бухари и Муслима: того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печалей дня воскресения. А того, кто покроет мусульманина, Аллах покроет в день воскресения. Это два дела, которые помогут тебе в судный день. Сделай их в этой дунье, и, иншаллах, они окажутся в книге твоих деяний, которую ты получишь в судный день. На следующей серии мы поговорим о расчете. На этом все. И Аллах знает лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا